Согласно данным, полученным из районов республики по предварительному определению урожайности цитрусовых на 2023 год ожидается более 30 тысяч тонн. Как отметил главный агроном Министерства сельского хозяйства Тываз Ачба, в прошлом году, как и ожидали, получили рекордные показатели, даже несмотря на то, что по факту собрали меньше урожая. В этом году ожидается стандартный объем урожая цитрусовых, говорит Тываз Ачба, примерно 30 тысяч тонн. Официальные данные, которые нам постоянно присылает Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. Значит, за прошлый год, за прошлый сезон через границу было перевезено 39 тысяч тонн цитрусовых. Ежегодно практически от 30 до 40 тысяч тонн – это то количество, которое мы в ходе определения предварительного определения урожайности ожидаем. Полномасштабный сбор урожая мандаринов начинается с конца октября, но нужно отметить, что собирать ранние сорта начали уже сейчас. Для омоложения и возрождения цитрусовых плантаций в рамках проекта «Цитрусоводство» поддержано более 30 инициатив жителей разных районов Абхазии. Те, кому нужна помощь, могут оставить заявку в Минсельхозе, а также справку с разрешением от главы села и начальника районного отдела сельского хозяйства. В довоенный период показатели по сбору урожая мандаринов достигали порядка 120 тысяч тонн. Выйти на этот уровень в ближайшие годы, конечно же, крайне сложно. Однако специалисты работают над проектами внедрения и увеличения показателей с привлечением инвесторов. Все эти работы ведутся, чтобы приравнять уровень сбора цитрусовых к послевоенному времени. Нужно отметить, что в сезон сбора урожая цитрусовых имеет место быть популяция вредоносного насекомого – мраморного клопа. Уничтожение этого вредителя в осенний период имеет большое значение в снижении популяции, так как осенью мраморный клоп готовится к зимней спячке и на протяжении 4 месяцев остается обездвижен. Убежище для зимовки с похолоданием, которое прогнозируется и будет зимой, оно связано с теплым и сухим помещением, поэтому клопы подбираются ближе к жилищу человека. Говоря о том, что ареол обитания клопа достаточно большой, они питаются в лесных массивах, они заселили практически всю территорию низменной Абхазии. Весной при благоприятных условиях самка выводит до 500 себе подобных особей. Сейчас самое благоприятное время для борьбы с этими насекомыми, не используя химию и феромоны. В данном случае это все бесполезно. Во-первых, клоп не несет никакого вреда сельхозрастениям. Насекомые перестают питаться, они сейчас ищут только убежище. Их удобно и желательно собирать. Делать для этого приспособления, о которых уже многое говорилось, буквально гофробумага, ветошь, коробочки, которые заполнены какими-нибудь материалами, куда клоп, он ползет в щели, он ползет в укромные места. И если устанавливать такие ловушки где-нибудь там на чердаке или на подступах к жилищу, то можно собирать определенное количество насекомых. У производителей цитрусовых есть уже достаточно большой опыт борьбы с вредоносностью мраморного клопа. У цитрусоводов есть схема обработки растений, чтобы добиться положительного результата. В зависимости от того или иного участка насаждения в течение года до 3-4 раз подвергаются обработке химическими препаратами. Подобной схемой также пользуются овощеводы и садоводы. По сравнению с предыдущими годами сохранность урожая сейчас высокая. Вред, который наносит мраморный клоп, на качество урожая минимизирован. Адица Сагария, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.